прошлой серии было много чего интересного, однако я что-то так увлекся, что попросту упустил некоторые, возможно, важные моменты, поэтому расскажу немного обо всем по порядку, что происходило в первые дни пребывания в Абхазии. Было немного дороги и трассы до города, было немного гостевого дома и места, где мы обычно кушаем, купались в воде, ну или кто-то написал, что это называется море, пили что-то из бутылок, прогулялись по городу, смотрели парк со странными аттракционами, посмотрели старинные улицы, посмотрели фонтан на набережной и саму набережную. Останавливались в парочке ресторанов, опять же были в гостевом доме, где пели песни под гитару про перемены, которые требуют чьи-то сердца. Мы ждем перемен. Сходили в одно из наших излюбленных мест возле Сухумского маяка. Хочу отметить, что Сухумский маяк – это одно из старейших навигационных сооружений Абхазии. Маяк был построен в 1864 году и долгое время служил важным ориентиром для судов, проходящих вдоль Черноморского побережья. А так как было уже достаточно поздно, маяком мы полюбовались, находясь на уютной площадке, расположенной неподалеку, и тут же по старой традиции полюбовались уходящим за горизонт солнцем. Ну а в этом ролике одним из первых мест, которые мы посетим, окажется Сухумская гора, откуда открывается классный и нетипичный вид на город Сухум. Следующий объект — это телебашня. Здесь располагается и студия Абаза ТВ. Именно отсюда вещают местные новости. Еще много разного интересного. Например, популярные мультфильмы на абхазском языке, которые можно смотреть. Ну, в общем, смотришь и немного удивляешься происходящим. А если подняться по лестнице чуть выше, то перед нами окажется ресторан Амза, что в переводе с абхазского означает «луна», ну или ресторан на горе, как называли его местные жители. Он был предметом гордости сухумчан. Попасть в него было практически невозможно, а столик бронировался заранее, за несколько дней. Но ожидание того стоило, ведь из огромных окон заведения открывался панорамный вид на город. Зато сейчас в ресторан попасть не составляет никакого труда. Удобно расположиться здесь более чем достаточно. Только вот кухня выглядит необнадеживающей. Поужинать тут уже вряд ли получится. Что было потом, вы уже видели в прошлом ролике. Мы останавливались на смотровой площадке, где полюбовались видами города. Там же, собственно, и было начало нашего путешествия в прошлой серии.
Кстати, когда нам пригнали машину, самым первым делом мы поехали, знаете куда? Ну, молочный завод. Да, прикиньте, в Сухуми есть отдельный молокозавод. И купили мы там целых 2 килограмма мороженого крем-брюле. Ну и как вы поняли, мы катаемся по Абхазии на арендованной машине, которую взяли в аренду. Вот такой вот прикольный Lexus RX 300. И, кстати, взял я его в компании Diva Auto в прокат на 4 суток. И стоимость этого всего мероприятия мне обошлась 3850 рублей в сутки, плюс 2600 обязательная страховка, 15 тысяч залог за автомобиль. Очень рекомендую этих ребят брать автомобиль. А вообще сама машина прикольная, едет шустрый 3-литровый мотор, пробег указанный 120, вроде бы даже как соответствует его внешнему виду, царапинам, повреждениям и так далее, прочим эксплуатационным моментам, которые касаются арендованного автомобиля. Вообще в Diva Auto много прикольных машин. Как вы помните, в прошлый раз мы брали Делику, катались на ней по горам и вообще много где нельзя проехать на простой машине. И в этом году меня ничего не остановило, и я спросил, а что у вас еще есть? Ну, они такие, есть минивэны, но они недоприводные, есть Land Cruiser, но дорого. Возможно, у них даже Cayenne есть, на который можно в отсечку дать. Ха, шутка, это тачка наших друзей. А я говорю, попроще есть что? Они говорят, Lexus есть. Я говорю, о, давайте. Только в первой поездке что-то сильно гремело сзади, и я подумал, что это вот этот датчик положения ржавчины. В остальном машина хорошо едет, прикольно. А если что-то еще будет интересно, я обязательно дополню также в этом ролике или, в принципе, в своем ролике, или в коротком, или в длинном. Ну, в общем, там сами смотрите, где его лучше посмотреть. Ну, а мы поехали дальше. Теперь уже получается вторым делом, а не первым, как было раньше, мы отправились на горячие источники. Кстати, в этом году тут открылись новые турецкие горячие источники, но мы что-то постеснялись туда поехать. Вдруг там надо на турецком уметь говорить, да и вход там стоит 500 рублей с человека. Ну, в общем, покажем вам их в следующем году, как выучим турецкий. Ну а вторые горячие источники мы уже показывали практически во всех наших прошлых видео, поэтому быстренько пробежимся по бассейнам с очень, не очень и совсем не горячей водой. Наконец-то мы добрались до горячих источников. Капец, тут вода горячая, даже у нас в городе из-под крана такая горячая вода не течет. Я, наверное, сейчас чуть-чуть поварю, чтобы дальше пойду, там же холодная есть водичка. А еще посмотрим на основной контингент посетителей. Развлекательная программа на горячих источниках, как правило, одна и та же. Купание в бассейнах, обмазывание грязью и, конечно, лечение. Органы движения, он лечит. Далее на карте, недалеко от села Кындык, мы присмотрели интересную локацию, некую крепость. И ехать к крепости нужно через то самое село. Сначала мы свернули первый раз не туда и попали на какой-то еще один неизвестный источник, где мужик пытался починить трубу при помощи кувалдометрического выпрессовывателя. А как позже выяснилось, этот источник бромный. Ну там, знаете, бром — это вроде такой элемент из таблицы Менделеева, его еще куда-то вроде должны добавлять. Потом с основной трассы мы второй раз свернули не туда, и здесь оказалась дорога, уходящая куда-то в лес, где мы чуть не потеряли одного из наших товарищей. Бросить хотели меня, да? По-моему, там речка, да. Ну да, брод. Я туда уже не полезу. Да никто туда не полезет. Я решил все-таки проехать, что тут за дорога, теплая водичка, немного горячих источников. Так, вот здесь вот у нас такая фигня, ее задевают, наверное. Ну нет, я, наверное, Lexus здесь не буду засовывать. Что-то мне не очень нравится эта дорога. Ну не будем мы его сюда, короче, вставлять, не надо, не хочу я, мне страшно эту машину сюда устанавливать. Ну нет, надо было все-таки какой-нибудь другой внедорожник для таких целей брать. Нет, будем разворачиваться и заедем через нормальный кындыкский въезд.
Ну, зато мы чуть-чуть, скажем так, путешествуем. Будет так называться это наше путешествие нелепое. Спасибо 2GIS за то, что запихнул нас сюда. Короче, мы приехали в какую-то крепость Садомаза, Короче, вот здесь жесть. Погода начала резко портиться, идет какая-то гроза со стороны города Сухум. И оказавшись тут, меня сейчас заливает. Мы не взяли ни хрена ничего у нас нету с собой, потому что обещали небольшой дождь. Ну, дождь пока и небольшой на самом деле, но он уже есть. А теперь сама, ребят, крепость. Вот что она из себя представляет. Такая вот интересная крепость вот с таким вот замечательным видом на село Кындык. Жалко, что не получится на коптере сейчас полетать. Не хочется мне его немножко затопить, потому что пригодится он мне еще для красивых съемок для вас. Но, по крайней мере, немножечко зайти, посмотреть, показать крепость я смогу вам. Вот эти дырки, наверное, чтобы вещи какие-то хранить. Ну, там, я не знаю, телефон положить на зарядку, поставить. Или свечку какую-то. Ну, или просто книги, если вдруг свет отключили, почитать. Это, наверное, тоже какие-то были полочки или второй этаж. А вот здесь, наверное, люди спали, я так думаю. Не очень удобно было, наверное, да, но на камнях в то время приходилось спать, наверное, каждому. Поэтому, ну, вот так как-то люди жили. Село Кындык славится своими горячими источниками, которые мы показывали много раз в прошлых роликах. А вот само село представляет довольно стандартную сельскую картину Абхазии. Тут вроде и стройка одновременные, брошенные дома, у кого-то своя свалка машин, у кого-то свалка трансформаторов. Ну вот опять мы приехали на форелевое хозяйство в селе Дранда. Кстати, если вдруг кому интересно, именно в Дранде живет тот самый Лери Каршба, который любит фейхоа. Я Лери Каршба, мне 14 лет. У нас есть большое хозяйство. Фейхоа. Ну а мы прогулялись по территории, убедились, что основные все объекты на своих местах, покушали вкусную форельку и непонятный салат из овощей под компот из того самого Фейхоа. Кормили хлебушком вечно голодную рыбу, а Тайка успела за это время даже выспаться с комфортом, за что большое спасибо производителям японских автомобилей. Следующим объектом стал сравнительно недавно открывшийся аэропорт города Сухума. Так как мы приезжали сюда последний раз в 2021 году, когда тут вообще ничего не работало и на работу тут последние 30 лет устраиваться не собиралось, было очень интересно, что же тут успели отстроить. Ну что сказать, старый советский терминал отправился к праотцам, а на его месте вырос новый, современный. Еще тут появилась платная парковка за 300 рублей, хороший асфальт, разметка и прочие радости современной инфраструктуры.
вот из Уфы в Сухум прилететь пока что не получится, так как рейсы все обещают запустить и не запускают. Но подождем немного, может в следующий раз мы прилетим уже не в Сочи, а в Сухум. И вот мы доехали до одного из популярных мест Абхазии в селе Гулрипш, до санатория, как его еще называют, замка Смецкого, который мы тоже неоднократно посещали и неоднократно показывали. Погуляв возле корпусов санатория Гулрипш-1 и наснимав атмосферных пасмурных пейзажей, мы перешли к нашей первоочередной цели – найти себе домой парочку ростков пальм, которые тут произрастали в начале 20 века. А кроме пальм, ковыряясь в лесу, Катя нашла, прикиньте, настоящий квадрокоптер. Видимо, его тут кто-то потерял лет 5 назад. На вид пациент был больше мертв, чем жив. Однако чуть позже, уже дома, я все же заставил его полететь, правда, недолго и куда-то в сторону Китая. В общем, если кто-то вдруг узнал своего пропавшего китайского друга, пишите в комментариях. Здание Гулрипш-2, он же сам замок Смецкого, который находится чуть ниже, в этот раз встретил нас заросшими зелеными фасадами, и на наше удивление не было никого из туристов. Так что нам удалось полноценно окунуться в атмосферу заброшенной неоклассики и чуть позже даже найти снимки, как эти места выглядели раньше. А самой последней локацией на сегодня стал дегустационный зал в селе Мирхиулы. Это там, где проходит та самая дорога в сторону Кадорского ущелья, куда мы ездили в прошлом году. В дегустационном зале представлена продукция нашего друга, которого зовут Артур, и этот раз не стал исключением. Но кроме посещения дегустационного зала, мы полюбовались речкой Мачара, откуда открываются красивые виды на Кавказский хребет. Ну а так как нам почему-то показалось, что камней в реке что-то как-то маловато, мы немного помогли реке и подбросили ей парочку нормальных таких камушков. Кроме реки Мачарка, тут еще располагается известный на всю Абхазию источник, который, как и село, называется Мирхиульский. Отмечу, что территорию вокруг источника заметно облагородили. Появилась калитка с современным забором, информация о самом источнике, различные насаждения, освещение удобной скамейки. Ну а сам источник по-прежнему посещают сотни людей ежедневно, так как вода в нем действительно вкусная и полезная. Ну вы, в общем, сами этот источник увидите, если поедете на экскурсию в так называемое Кадорское ущелье.
напоследок нам нужно было заправить нашего японского 3-литрового друга, так как на тот момент мы уже изъездили примерно половину бака, а это около 30 с чем-то литров. Но вам спасибо за то, что посмотрели этот ролик, это была 2-я серия. Я думаю, вам очень понравилось, и вы прожмете лайки, напишите комментарий, да еще, может, даже подпишитесь и поддержите нас. Спасибо большое, и до встречи в следующем ролике.